В Южной Осетии сложно найти представителя старшего поколения с теплотой и душевностью, не отзывающегося об удивительном человеке, вся жизнь которого была примером служения родине и родному вузу – Павла Васильевича Догузова. 100 лет со дня рождения яркого представителя югостинской интеллигенции, 13 лет возглавлявшего Югостинский государственный педагогический институт, ныне университет, отметили юбилейной научной конференцией. По инициативе историко-юридического факультета в лице декана Гиви Гатикоева научная конференция в ЮОГУ к столетию со дня рождения ученого, историка, патриота своей родины Павла Васильевича Догузова собрала профессорско-преподавательский состав ЮОГУ во главе с ректором Вадимом Тедеевым. Уважаемые гости, уважаемые коллеги, сегодня мы собрались, чтобы почтить память великого человека, ректора Югостинского государственного педагогического института, профессора, историка Павла Васильевича Догузова. Я хотел поблагодарить прежде всего инициаторов этого мероприятия во главе с Гиви Романовичем Гатикоевым. Они долгие годы работали вместе. Я сам застал Павла Васильевича, но уже не в статусе ректора, а в статусе работающего профессора. И запомнился он в моем сердце прежде всего своей интеллигентностью. И, безусловно, вклад, который он оставил и как ректор, и как ученый, он огромен, он еще требует детального изучения. Я думаю, что многие ученые, многие историки сделают все, чтобы имя Павла Васильевича Догузова всегда было у нас на слуху. В работе конференции приняли участие лидер коммунистической партии Южной Осетии Станислав Кочиев, многие годы проработавший в ЮОГУ, а также председатель комитета по образованию и науке парламента РИО Инал Уригаев. Основным докладчиком на конференции выступил Гиви Гатикоев. В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения выдающийся представитель осетинской интеллигенции, бывшего 13 лет ректором нашего вуза Догузова Павла Васильевича. Я не могу назвать ни одного представителя старшего среднего поколения граждан Республики Южной Осетии, который бы не знал этого достойного человека. Вся его жизнедеятельность является примером служения родине Южной Осетии. Следует отметить, что его имя присвоено Сатвикарской средней школой. Его имя носит кафедра истории Югостинского государственного университета. Я бы предложил руководству нашего вуза войти с инициативой в мэрию города Цхинвал по установлению мемориальной доски на улице Ленина, где он проживал. Присутствующие на конференции в своих выступлениях отмечали неординарность Павла Догузова, его особое отношение к жизни и окружающим, его удивительную трудоспособность и патриотичность. На одаме нахада кунамисам, вот кам дар рухот дар бозайдысты. Мана коллектив. Өз фанза мозер махамдан. Ама мам каулт коллективы ди, каулт хадай мактабы дис, макайзан қавус сечы хистарты мисан қавкаттари тарудурум нуман рух канан най. Павел Васильевичина кудев смарта халарта мананда хафтавдысты ма абуну гурду уста замазы гурд расату магрез Федор Фертар шаду вадар завгарасты факусту ясгар. Ez Биросты факустум Павел Васильевич Куха, Кайзан Каве, Ялкот Пагайдарнудис, Савитуинок. Абуле Махайрух Нихузани, Януму Кафедра Кайюи Расул Хутпагу, Янумел Стипендия Дари Сосезу Нумай, Мастай Бузнаги Романович, Афу Мадарус мемориалум файнак боканан куди. Афу Мадарай боканан куди суманма
Мохан Павел Васильевич Усыбенатаи. На моей памяти нет, допустим, такого прецедента, чтобы одновременно столько специалистов подготовить, как это сделал Павел Васильевич. Вот передо мной сидят Анатолий Дмитриевич Габараев. В аспирантуру поехали, правда? Залина Константиновна и так далее. Не буду всех, по-моему, все знают. Басаев Лев Хазбиевич и так далее. В том числе и я. Собственно говоря, мою жизненную позицию определил он. И прямо вам скажу, что вот такого человека я больше не встречал. Я имею в виду, природа его одарила и внешностью, грамотная речь, каутелагуди. Потом, знаете как, коммуникабельный очень. И все это в сочетании с жесткостью. Я благодарен вам, Вадим Бутазович, что вы внимание оказали, не буду сейчас говорить, вот в семье Павла Васильевича, потому что ну, это наш долг. На самом деле он столько сделал, что вот ваш благородный шаг в плане вот детей, что вы трудоустроили их. Лично в моей памяти он навсегда остался как великий человек. Он был таким очень гуманным человеком. Он любил студенчество, любил сотрудников, уважал, делал все для того, чтобы коллектив был в числе передовых. Я прежде всего хочу выразить благодарность Вадиму Буказовичу за продолжение тех добрых традиций, проведение вечеров памяти о тех людях, сохранение памяти о тех людях, которые стали историей университета, которые внесли значительный вклад в развитие университета. А предтечей университета являлся Юго-Осетинский государственный пединститут. Вместе с тем я хочу поблагодарить Геви Романовича за идею и организацию сегодняшнего мероприятия. Павел Васильевич остается для нас примером во всем. Примером патриота, примером лектора, примером руководителя, примером осетина, примером гражданина и примером интеллигента. Светлая память Павла Васильевича. У него была любимая фраза «интересно, как в кино». И эту фразу он употреблял обычно как поощрение и даже как порицание. Вот в зависимости от ситуации. Он, вот если вот уже в совершении своего возраста я смотрю и на себя, и на своих коллег, и на свою студенческую жизнь, и вот со своих студенческих лет я бы видел, если бы сегодня меня спросили, 3 лекторов, чьи лекции, чью манеру читать лекции я запомнил на всю жизнь. И один из них, конечно, Павел Васильевич. Хочу сказать, что из тех моих преподавателей, к сожалению, сегодня уже в этом зале никого нет. К сожалению, вот уже учитывая мой возраст. Но я особенно хочу вспомнить, когда Павел Васильевич стал заведующим кафедрой. Кстати, вот если в эти сентябрьские дни мы сегодня отмечаем столетие со дня рождения Павла Васильевича, то коллеги-историки в этом месяце исполнилось 45 лет созданию кафедры истории. Павел Васильевич, здесь уже мы коллеги все отметили, он был очень уважаемый не только в коллективе, но в министерстве. И когда к власти в Грузии пришел Шеварднадзе и поставил перед собой и перед республикой задачу сменить всех ректоров вузов, а в Грузии тогда была грузинская система, 18 вузов, и Павла Васильевича сменили 17-м. То есть его до конца не трогали. Вот такое к нему было отношение. Ну и все-таки, когда было принято решение сменить его с должности ректора, то именно для него, под него, как хотите, была создана кафедра истории. Что еще интересно, он читал лекцию вне зависимости от того, было ли в аудитории 30 человек или было 3 человека. Такая ситуация была при мне. Было сказано, что никто обычно не оставлял его лекции. Ну, бывали такие ситуации, когда студенты мотивировали на уход с лекции, оставались там обычно староста, комсорг и профорг, вот эти 3. Им нельзя было уходить, и вот мы втроем сидим и думаем, надеемся, очень надеемся, что Павел Васильевич скажет к отцу, что вы сидите, давайте уходите, я не буду читать 3
студента. Он спокойно зашел, отчитал всю лекцию, как будто перед ним было 100 человек. С такой же эмоциональностью, с такой же отдачей. Вот что еще у него было вот такое завораживающее, его тембр его голоса. Даже было неважно слушать, что он говорит. Вот само выступление завораживало, заставляло вслушиваться, оказываться в той эпохе, даже быть в числе тех персонажей, тех событий, о которых он говорил. Когда мы говорим и о Павле Васильевиче, вот сейчас на него смотрю, вот такое ощущение академичности. Я почему-то думал, что он заканчивал как минимум МГУ. Вот с этой профессурой московской, как вот многие присутствующие здесь. Ну, как видим, независимость от того, какой ты вуз заканчиваешь, должно быть внутри человека вот это все. И это у него было. Вы знаете, вот вспоминая те годы, ведь каждый из вас понимает, как важно и как значимо бывает то, с кем ты начинаешь свою трудовую деятельность. Вот я тогда начал работать, и хорошо, что это было время Павла Васильевича Догузова, потому что тот импульс, который я получил от этого человека, вот он очень большое влияние оказал на практически всю мою последующую жизнь. Потому что личность была очень сильная. Мене касартан на хаифан дезагин сармогунде, шамая бомбар. Нормал боку декам, стая бомбар жесту, состе давно джорфта. Вот вы представьте себе на минуту, вот эпизод, о котором наши старшие рассказывали. Поехал, значит, туда на заседание Верховного Совета в Грузию, а мы дезнекта разловис, мене вынес офта, да так-то разостер. И какая поразительная смелость нужна была человеку, чтобы высказать свое мнение о том, что происходит. Зная, что ты перед своими врагами стоишь, он был внутренне очень сильным, твердым человеком, который вот именно имел сильные моральные принципы. И то, что он еще застал провозглашение нашей республики, то, что увидел здесь вот эти события, так сказать, это я все-таки считаю очень знаменательным тоже событием его биографии. Սանգուչի բաշակտակուտո Ռադոնեշտե Բուզանգի Միրոմանովիչ Մարտավ Վադիմ Բութազովիչան մախամի հալը ջնում կտել տակոմա կոդեկայոյ Alçiler valödet çizunime mena de forsa bodunç kasterte بدون يعني چیز تام بدون قماخی بازونه مخ شزاخم بدون بچن سزرگ بادار رسته از پاول واسلیویچ زونن زتون فنزوی خسازن بازی فستم سوان در یاملت بوم پاول واسلیویچ آلچی در زتام چیه زونه مزتویل در اومای اینتلیجنت در اومای غداجن در مکاتن در از تکاکلگی نزتو گیود Павел Васильевич имел, наверное, все помнят, перед тем, как сдать свою характеристику, он так отводил глаза в сторону, прижимал губы и потом выдавал вот так слово. Допустим, когда он характеризовал войну, Роберт Петрович, помните, война Первая мировая, много средств надо было для России. И он так вот встал и говорит, России нужны были деньги. И вдруг так, да, а кому они не нужны? Ну, столько было много, столько, ну, не знаю, по отношению к студентам, столько любви, столько добра и столько требовательности. И всем вот таком каком-то отношении к нам мы никогда не могли позволить себе, чтобы мы пришли не подготовившись. Это было настолько вот его внутреннее что-то, он мог тебя обнять. Когда меня сейчас спрашивают, почему ты в близких отношениях с студентом, у меня есть образец. За все 13 лет руководства Юго-Остинским педагогическим институтом Павел Догузов воспринимал свою должность как обязанность служить народу и коллективу, сказал доцент кафедры всеобщей истории ЮО Гулиев Басаев. Свою должность он воспринимал не как чисто меркантильных интересов для себя, а воспринимал действительно как должность, где он должен служить народу, где должен служить коллективу и первым долгом молодежи. Вот это его особая отличительная черта. Я могу сказать, вот он сказал, я еще двух лекторов знаю, которые хорошо
читали лекции, не так? А я еще только знаю 2 ректоров, которые близко подошли к этому великому человеку в этом отношении. Это покойный Рухсагат Алексей и один сегодняшний, который не подхалимаж, что у меня нету ничего, и один, который сегодня весь коллектив воспринимает вот его в таком же духе. Модератор конференции, ректор ЙОГУ Вадим Тедеев в завершении мероприятия внес предложение издать книгу о жизни и деятельности Павла Васильевича Догузова.